Пока взрослые борцы стараются вернуть себе лидирующие позиции на мировой и европейской арене, юные вольники доказывают своим наставникам готовность в ближайшем будущем возродить былую славу осетинских богатырей. Российское первенство по вольной борьбе завершилось. Оно проходило 3 дня и преподнесло нам немало приятных сюрпризов. По традиции турниру предшествовала красочная церемония открытия. В первый соревновательный день разыгрывалось 4 комплекта наград. Представители республики Саха-Якутия и Дагестана первыми примерили на себе золотые медали, победив в весовых категориях до 42 и 46 килограммов. Однако болельщики ждали выступлений осетинских борцов. Самая яркая схватка вечера случилась в финале весовой категории до 50 килограммов. Представители 2 лучших в мире школ вольной борьбы, осетинской и дагестанской, сошлись в бескомпромиссном противостоянии. Алан Валиев на последней секунде проводит бросок и завоевывает первое золото в копилку осетинской сборной. Вечером зрителей ждал еще один финал. 2 осетина, Георгий Ногаев и Рустам Камбердиев, делят ступени пьедестала в весе до 100 килограммов. Верх в братском дерби одерживает Ногаев. Второй соревновательный день оказался для хозяев ковра фееричным. Осетинские вольники завоевали все золото, досрочно победив в общекомандном зачете. Новоявленными обладателями золотых медалей первенства страны стали Арсен Бикоев, Давид Баев, Заур Токаев и Заур Козонов. Серебро у Эльбруса Валиева. 3-ю ступень пьедестала заняли Родион Гаглоев, Дзамбулат Тибилов и Сармат Кочиев. Вот эти ребята, это завтрашние наши, и даже сегодняшние, уже полпреды республики. Они должны понимать, они должны нести ответственность за ту республику, за тот народ, кого они представляют. В заключительный день соревнований на ковер вышли борцы, выступающие в весовых категориях 69, 76 и 85 килограммов. И снова в финалах Дагестан и Осетия. Единственный представитель Северной Осетии, кому удалось выиграть в решающем противостоянии – Радик Валиев. Победа над Магомедом Гибергаджиевым принесла Радику титул чемпиона России среди юниоров. 2 другим нашим соотечественникам – Хоху Хугаеву и Суслану Лавоеву не хватило везения для пополнения золотой коллекции команды. Результаты всего турнира вы можете увидеть в нашей инфографике. Победители и призеры этих соревнований будут отобраны в сборную страны и получат возможность защищать цвета национального флага на первенствах Европы и мира. Мы будем следить за успехами наших спортсменов и держать вас в курсе событий. Ибрагим Ибрагимов, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.